76-летию годовщины снятия блокады Ленинграда акция «Блокадный хлеб» прошла в Доме культуры в Нестеровском. Терроризм – угроза обществу. В Сунже школьникам и студентам рассказали, как не свернуть на тропу экстремизма. Не работа, а призвание. Скульптор Саварбек Билхароев передает знания ученикам. Репортаж из мастерской. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала поручил президент Владимир Путин. В том числе такое сокращение надо сделать через организацию электронного взаимодействия между территориальными органами пенсионного фонда и банками, представляющими льготную ипотеку. Срок до 31 июля. А поправки, вводящие новый порядок выплаты материнского капитала, могут попасть в Госдуму до конца первого квартала текущего года. Они войдут в законопроект, расширяющий возможности для использования сертификата. Как сообщил Минтруд России, поправки о маткапитале на первенца могут быть внесены в закон о направлении материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке, который ранее был принят Думой. Сами поправки должны быть разработаны Минфином и внесены в правительство к 11 февраля. Завтра, 27 января, исполняется 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. К памятной дате по всей стране проходят мероприятия. Акция носит символичное название «Блокадный хлеб». 125-граммовый кусочек хлеба был спасением для тысяч ленинградцев, а для потомков он стал эталоном памяти. К акции присоединилась и Ингушетия. В регионе проходят конференции, круглые столы, уроки мужества. Жертв блокады вспоминали и в Доме культуры в Нестеровском. Идрис Жиев с подробностями. Ты что, до сих пор тут сидишь? Маша, у тебя санки есть? Есть. А тебе зачем? Маму в морг отвезти. Наш дворник, Сережа, сказал, что поможет из дому вынести. А когда она умерла? 2 дня назад. В своей комнате лежит. Как в комнате? Там все окна давно поубивало, снег кругом. Остались мы с бабушкой. Зрители с интересом наблюдают за сценой. По сценарию мальчик Юра потерял всех близких родственников, и его тоже ждет голодная смерть. Однако надежду на спасение дарит подруга Маша вместе с карточкой на 125 грамм хлеба. Несмотря на то, что все отрепетировано и происходит на сцене, каждый понимает, все это когда-то происходило в реальности. С такой постановки начинается памятная акция, посвященная 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. В осажденном городе оказалось более 2,5 миллионов людей. В городе воцарился страшный голод. Ценнейшим продуктом стал ржаной хлеб, который выдавали по карточкам, но его всем не хватало. 1942 год. Савичи все умерли. Осталась одна Таня. Еще одна не менее грустная история посвящена маленькой девочке Тане. В своем дневнике она оставила записи о страшной трагедии семьи. Глядя на все это, молодое поколение все больше проникается тематикой мероприятия. Ведь герои этих историй были такими же школьниками, как и они. Я, конечно, очень много слышала про войну. Я, конечно, не знаю об этом так много, как знают, например, мои родители, мои бабушка, дедушка. Но я бы сказала, что я стараюсь понять, как им тяжело было, что они пережили, потому что это действительно, это нельзя забывать. Это очень много значит для нас, для нашей истории. Конечно, о блокаде Ленинграда можно говорить бесконечно много, потому что это действительно трагичное событие. Я много слышала о войне. Могу многое рассказать, но что сказать? Просто это очень печальная история. И сегодняшние мероприятия, действительно, если бы организовывать побольше таких мероприятий, мы бы могли понять, что испытали наши предки. Всем зрителям раздали по кусочку черного хлеба, те самые 125 грамм, чтобы каждый мог прикоснуться к истории. А главное, узнать и осознать цену и все тяготы, через которые прошли блокадники. Вот этот кусочек хлеба, который спасал Ленинград,
Воспитать в молодежи патриотизм и любовь к отчизне – главная задача, которую педагоги и воспитатели ставят перед собой. Привлечение молодежи к изучению истории воинской славы старшего поколения через историю блокадного Ленинграда, в освобождении которого принимали участие воины-ингуши. Мы сегодня говорим о городе с великими традициями, город Петра I. Как говорят, красуйся, град Петра творения. И так хочется, чтобы наша молодежь понимала, что город, жители города, воины отстояли колыбель. Ну, тогда говорили колыбель революции, но тем не менее город во всей его красе, город, который мечтали снести с лица земли, но мужество, героизм, поступь ленинградцы доказали всему миру, насколько ленинградцы сильны своим духом. Минута молчания в память о павших в годы блокады, в бою под Ленинградом, защитников города и всех, кто погиб, защищая отчизну. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Министерство здравоохранения России планирует к апрелю подготовить план новой системы оплаты труда медиков. Ранее глава государства, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций. Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Просто общение, дружба или же все-таки вербовка. Распознать сразу невозможно, но можно предотвратить. В век высоких технологий и интернета экстремисты получили неограниченные возможности для зомбирования и завлечения в сети терроризма молодежь. Лучшее средство в борьбе с чумой 21 века – профилактика. Терроризм – угроза обществу. Под таким девизом в Сунже прошла встреча со школьниками и студентами. Идрис Ижиев расскажет. Будущее без терроризма, терроризм без будущего. Такой клич бросают выступающие слушатели. Почему молодые люди больше прислушиваются к словам незнакомцев из интернета, нежели к своим родителям или учителям? Сегодняшние гости призывают подрастающее поколение не поддаваться возвышенным речам сомнительных лиц, а постараться найти правильный ответ в живой беседе. Пятно для всей нации бывает, пятно для семьи, для тейпа. Поэтому перед тем, как сделать какие-то шаги, конечно, надо в первую очередь спросить у своих родителей, брату, сестре, в том числе учителям или другим людям, которые могут вам правильно подсказать. Напоминают школьникам и о том, каковы последствия чрезмерного сближения с мировым интернетом. Его сети способны не только завлечь видеоиграми, но и подтолкнуть к вербовке в незаконные ряды. Такие люди есть, их вербуют, но вербуют их через интернет и не знают, кто вербует. Все равно они слушают этих людей, а не своих родителей, не своих имамов и учителей. А именно слушают тех, кто вообще не видел и не знает, где он находится. Поэтому большая просьба всем молодежи, кто сидит в интернете, берите оттуда хорошее, а оставьте плохое. Обходите стороной эти сомнительные сайты. Джабраил Китиев не раз слышал о пагубном влиянии разных лиц и вербовке в террористические организации. Сам с этим не сталкивался, признается Джабраил. Его позиция в этом отношении незыблема. Если честно, меня насчет этого не притягивали, потому что я вообще не касаюсь этих тем, стараюсь избегать всего этого. Нужно узнать свою религию, ислам. Читать Коран, узнать переводы, что можно, что нельзя. Нужно спросить у имама, если честно. Они же много знают переводы, знают, если сам не можешь. И во вторую очередь нужно ставить родителей, и у них спрашивают, они же много чего прошли, знают это. Еще одна мировая глобальная чума современности – наркотики. Как правило, наркоторговцы обогащаются за счет молодежи. Ведь неокрепший ум легче склонить к так называемой жизни без забот. Благо, в основном молодые люди осознают последствия и знают, как не стать рабом наркотиков. В первую очередь, это надо занять себя чем-то полезным. Допустим, заняться спортом. Либо же заняться, я не знаю, чем-то увлекательным. Не так, чтобы сидеть целыми днями в телефоне. Лучше убрать телефон, либо начни изучать свою религию, либо же, я не знаю,
начни заниматься спортом. Организаторы встречи уверены, вовлечение молодежи в такие поучительные беседы еще не ставит точку в этом вопросе. Ведь главный выбор в итоге остается за самим человеком. В плане, что сейчас очень много такого материала, что молодежь в интернете, в соцсетях находит негативный материал. Поэтому такие мероприятия, именно экстремизм, терроризм, это и наркомания, это самая такая злободневная тема. И вот эти вот такие мероприятия, они, мне кажется, хоть если даже сегодня услышано одно слово, до них дошло от выступающих, мне кажется, это даже если одного человека мы сегодня сохраним, это, мне кажется, большое дело для нашей республики, для нас в целом. В завершении встречи организаторы в очередной раз призвали молодежь осознанно обдумывать каждое свое слово, поступок и решение. Ведь одна ошибка влечет за собой череду неотвратимых последствий на всю жизнь. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Более 150 миллионов фото и текстовых документов. В Москве в Музее Победы открыта народная экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка-героя. Принять участие в проекте «Лица Победы» могут родственники и потомки участников Великой Отечественной. Сделать это можно, загрузив фото своего родственника-ветерана на портал «Лица Победы». Об одном из героев Ингушетии, чье имя должно быть в почетном списке, расскажет Адам Гулоев. Ахмед Барханоев ушел на фронт добровольцев в 41-м, оставив жену и двоих детей. Попал в Воронежскую область. О его жизненном и боевом пути известно совсем немного. Родился в 1917 году в многодетной семье в Яндере. Его не стало в 1942 году. Погиб смертью храбрых во время боев на правом берегу Дона рядом с селом Дерезовка. Правый обрывистый берег Дона тогда был покрыт снегом. Одни солдаты стремительно шли в контратаку, другие, уже сраженные пулеметной очередью, остались лежать на льду. 30 из них красноармейцы 1180-го стрелкового полка, товарищи Ахмеда, павшие вместе с рядовым Барханоевым. Это был суровый декабрь. В Воронежской области, Верхнемолмонский район, село Дерезовка. Всегда вела память, Никдыцин, счет код 9 мая, Вахаха, Царвиха. Так, операция «Малая Сатурн», Лячхан, отвлекающий маневр Сталинградской битвы. Цигичи, Садук Кайватчиста, совершенно секретная Бармугойер, архиве. Писатели, марки, Хаидеш, да, все, Хойкяхтыш. Ухту язвя, 36 человек, первый дон пройти, 36 не при ухту язвя, первый прорвался на правый берег Дона, Барханоев Ахмед Мустабиевич, Предпринятая лобовая атака в первый день наступления успеха не имела, так как противник за продолжительное время сильно укрепил линию обороны по правому берегу Дона. Дивизия понесла большие потери, а Ахмед пропал без вести. Родственники Барханоева на протяжении многих лет пытались найти хоть какую-то информацию о нем. Семья обращалась во все военкоматы и архивы страны, но ничего не смогли узнать. О его судьбе стало известно лишь в 1990 году, когда его брату Умару сообщили из военного комиссариата Воронежской области о том, что Ахмеда похоронили в братской могиле в 42-м в селе Дерезовка. Я в 1939 году армию Хасагу, и с тех пор без вести Хануэр. Так, что хазами алыжлох, тавор баширава, лихарер кяхтыш, похож разные инстанции. Их в Воронеже довел овал братская могиле, Хомбе, всегда халыртва. Так, цигичи, только хегеш, заслуженный писатель, воинское содружество, Николай Иванович Черных, очевидец тех времен. Суровой морозной зимой в прорыве на Среднем Дону пал смертью героя Ахмед Барханоев в боях за родную страну. Так написал о нашем герое Николай Черных. А сегодня, спустя почти 75 лет после Великой Победы, Ахмед Барханоев стал лицом Победы наравне с остальными боевыми товарищами. Акцию с одноименным названием запустил Музей Победы. Она признана стать крупнейшим международным банком фотографий и личных историй миллионов защитников Отечества, кто внес бесценный вклад в победу над фашизмом. С каждым днем база музея пополняется новыми лицами Победы и новыми историями.
Адам Гулоев, Новости 24. Эксперимент по смене специальности могут запустить в вузах уже в 2021 году. В рамках пилотного проекта студенты смогут поменять специальность после второго курса обучения. Если все ведомства придут к единому мнению, данный пилотный проект может быть реализован уже в 2021 году в части регионов, а через несколько лет растиражирован на всю страну. Схема имеет много плюсов. В частности, она может сократить количество отчислений студентов с первых курсов из-за разочарования в выбранном профиле. О том, что студентам нужно дать такую возможность, заявил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Напомню, студентам и аспирантам до 30 лет, обучающимся на очном отделении, также могут разрешить покупать льготные билеты на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь по специальным тарифам. Хлеборобы в ожидании скорых всходов. На высокий урожай рассчитывают в 2020 году аграрии ГУП «Амагаз». На полях унитарного предприятия засеяно порядка 300 гектаров пшеницы и ячменя. Состояние сельхозугодий, засеянных озимыми культурами, проверили сотрудники Россельхознадзора. Об итогах проверки репортаж Светланы Томовой. На 300 гектарах земли ГУП «Амагаз» еще в октябре прошлого года были высажены пшеница и ячмень. Чтобы собрать хороший урожай, сперва было необходимо тщательно обработать и приготовить почву к посеву озимых. Так как погода в прошлом году почти все лето стояла засушливая и земля никакой влагой не пропиталась, пришлось обработать их более тщательно. По словам агронома, потому как подготовили почву и высадили озимые, зависит, каким будет урожай следующего года. Поэтому к работе с землей он подходит с ювелирной точностью. Мы сначала вспахиваем землю, затем обрабатываем и сажаем озимые культуры. Как получится, где можем культиватором обрабатываем, а основное это, конечно, дискование. Проверить состояние засеянных озимых культур приехали представители Россельхознадзора. По их словам, в последние годы в нашей республике бывают засухи. По этой причине происходят большие потери урожая. Чтобы этого избежать, необходимо правильно подготовить почву. Ну и, конечно, чтобы снега зимой выпало побольше. На сегодняшний день мы наблюдаем, что очень мало идет осадков, снегопадов, температуры часто то теплеет, то опять происходит замерзание. И в этот период есть велика опасность вымерзания яровых озимых культур. Для этого мы выезжаем, смотрим состояние, даем рекомендации. И, в общем, работаем совместно с руководителями ГУПов, с работниками сельского хозяйства, с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств. Ранее сотрудники Россельхознадзора брали пробы на семена, где проверяли их фитосанитарное состояние и приспосабливаемость к местным условиям. В основном их завозят к нам из Краснодарского края. Мы во время брали пробы семян у этого хозяйства в октябре месяце 2019 года. Вот именно работники данного хозяйства завезли вовремя семена, элитные семена, хорошие качественные семена. И до конца октября уже все озимые были посеяны. И на сегодняшний день мы наблюдаем хорошее состояние озимых культур. По словам специалистов, главное условие для получения высокого урожая и продуктивности пашни – это тщательный подбор наиболее подходящих для каждого хозяйства сортов или гибридов сельхозкультур, соответствующая подготовка посевного материала, ну и, конечно же, благоприятные погодные условия. Светлана Томова, Марибек Мержоев, Новости 24. Обычная глина в его руках превращается в настоящее произведение искусства. Скульпторное ремесло стало призванием Саварбека Белхароева. Любимому делу он посвятил не один десяток лет. Мастер и по сей день трудится, создавая уникальные изделия из камня, керамики, твердого фарфора и других материалов. Накопленный опыт и багаж знаний Саварбек передает начинающим скульпторам. Он обучает производству более 20 учеников и строит большие планы на будущее. Мастерскую посетил Михаил Тангиев. Мы делаем все. Делаем и керамику, и твердый фаянс, и полуфаянс, и полуфарфор, и твердый фарфор.
Мастер своего дела и идейный вдохновитель Саварбек Белхароев рассказывает и показывает, как из всевозможных природных материалов вместе с учениками они создают настоящие произведения искусства. Весь процесс лишь на первый взгляд кажется скучным и монотонным, но стоит лишь углубиться во все тонкости ремесла, после чего понимаешь, работа требует максимальной концентрации, умений и, главное, души самого автора. Вот эта шликерная масса, она заливается в сухую гипсовую форму, идет набор черепка по окружности. Как только набралась необходимая толщина черепка, лишнее отливается, изделие подвяливается, вынимается. Вот. А за соседним столом ученики Саварбека Белхароева трудятся над уже практически готовым сувенирным произведением. После того, как изделие отливается, на склад они попадают только через месяц. И уже на этом этапе начинается лепка, роспись, придание изделию нужных форм. Времени уходит много, но каждая минута, проведенная за любимым делом, только в радость делится Михаил Белхароев. Я сейчас дорабатываю уже готовые изделия. Это ручная работа вся. Это вырезка окнов, дверей. Ну, мне кажется, это самая кропотливая работа. Над очередным шедевром трудится и Замира Тангиева. Еще с детства она увлекалась живописью, и когда ей предложили стать частью команды «Народные промыслы», на раздумья много времени не ушло. Из готовой продукции, вот мальчики готовят, мы рисуем, у нас есть акриловые краски, есть масляные, есть те краски, которые нельзя вмешивать, это, поэтому мы вот делаем такую работу. Работа у нас нелегкая, тонкая, поэтому получается красивая. Свой путь в качестве руководителя филиала первого объединения народных промыслов ЧССР Саварбек Белхароев начал еще в 1986 году. Это старейшее в своем роде уникальное производство в регионе. За все время работы предприятие «Народные промыслы» изготовило около 1000 изделий. Часть готовой продукции гордо хранится на полках в соседнем здании. Продукция сама, она, ну как, уникальная, что ли, в некоторых моментах. Вот, например, вот она, башня, значит, сейчас она готовится под названием ингушский мед, то есть это каменная часть, это банка, а вот орел, он отвинчивается просто, снимается сверху. Это уникально. Свои изделия мастер выставляет не только в Ингушетии, но и за ее пределами. Они не раз представлялись на всероссийских выставках. Самой запоминающейся поездкой, по словам скульптора, стала выставка в Музее Победы на Поклонной горе. По итогам этой выставки, значит, мы всю экспозицию, которую повезли, оставили в дар музею. И руководство благодарность подарило городу воинской славы 10 метров постоянной выставочной площади, как городу воинской славы. Особый менталитет, вековые башни, живописная природа – все это отражено в работах Саварбека Белхароева, мастера, который посвятил свою жизнь искусству и намерен продолжить свое ремесло, воспитав не одно поколение скульпторов. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Служба судебных приставов Ингушетии приглашает талантливых детей на творческий конкурс. Управление проводит первый региональный этап ежегодного всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки». Он продлится до 27 марта. Все это делается, чтобы поддержать юные таланты, развить у детей и подростков творческую инициативу, повысить общий культурный уровень. Всероссийский фестиваль-конкурс проводится в 2 возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 18. В 4 этапа – региональный, заочный, очный и финал. И по 3 номинациям – вокал, хореография и исполнительское мастерство. Победители регионального этапа примут участие уже в следующих этапах всероссийского конкурса на федеральном уровне. Заявки на участие необходимо направить в региональное управление службы судебных приставов до 2 марта. Ингушский футболист Солтмурат Бакаев продолжит карьеру в казанском «Рубине». Контракт рассчитан на 3 года, а сумма трансфера – 20 миллионов рублей. До сих пор Солтмурат вместе с братом Зелимханом Бакаевым был в составе московского «Спартака», где он проявил себя мастерски. Какой будет карьера восходящей звезды российского футбола в составе «Рубина», покажет время. Комментарии Бакаева-младшего в сюжете Идриса Ижиева.
После долгих переговоров трансфер молодого футболиста в Рубин Солтмурада Бакаева все же состоялся. Казанский клуб подготовил хороший контракт для ингушского футболиста. Рубин затеял отличный проект. Новый главный тренер Леонид Слуцкий решил кардинально перестроить концепцию игры клуба. А подписание креативного и техничного Солтмурада стало одной из главных целей нового тренера. Фактор, который сыграл в первую очередь, это интерес Леонида Викторовича Слуцкого, да, и само руководство Казанского клуба. Долго не думал, сразу же принял решение, то, что Казань и только Рубин. Получение постоянной игровой практики и бесценный опыт высшей лиги – таковы главные причины ухода младшего Бакаева в новый клуб. В столь звездной команде, как московский «Спартак», заиграть молодому таланту очень сложно, ведь результат нужен здесь и сейчас. От этого и состав только из матерых и опытных игроков. Солтмурад Бакаев в большей части играл во второй команде «Спартака», изредка выходя на несколько минут в главной команде. Однако даже будучи игроком дубля, он зарекомендовал себя очень одаренным и техничным игроком. Передача 1-0! Солтмурад Бакаев! Новый вызов – это большой шаг в игровой карьере, ведь старший Бакаев Зелимхан также когда-то покинул Москву в поисках игровой практики, по итогу возвратясь в родной клуб опытным игроком, который может дать результат здесь и сейчас. Московская команда, зная потенциал своего воспитанника, оставила за собой право первоочередного выкупа за 4,5 миллиона евро. Солтмурад не затеряется в новом клубе, считают эксперты. Даже в юношестве он преуспевал раньше своего звездного брата. Он стремится догнать меня, я ему в этом желаю удачи и надеюсь, что он будет намного лучше, чем я, и он на это способен. У Солтмурада есть все шансы преуспеть. Примеров ему хватает. Наши ингушские футболисты все больше заставляют говорить о себе. В недавнем интервью чемпион мира Андрей Шурли из всей премьер-лиги выделил именно Зелимхана Бакаева. С первой тренировки было видно, что Зелимхан Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Зелимхан Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать. Российская премьер-лига стартует уже совсем скоро. По итогу, после зимней паузы в чемпионате будут участвовать 3 ингушских игрока, причем в разных командах. Идрис Ижиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.